В Хакасии в эти выходные покажут сказку-легенду «Тайна белого Июса». Постановка посвящена году хакасского эпоса. Автор произведения Руслан Ивакин. Накануне спектакля известный певец встретился с абаканскими школьниками. Рассказал об этом проекте и других своих творческих планах. Репортаж Виктора Бурова. Руслан Ивакин – известный этнический певец, который выступает на ведущих мировых площадках. Но, несмотря на это, исполнитель любит ездить с концертами в российскую глубинку. Особенно часто бывает в Хакасии, которую считает своей малой родиной. Руслан родился на Сахалине, но именно в Хакасии прошло его детство. Здесь он сформировался как музыкант. Сегодня артист с удовольствием встречается с молодежью, отвечает на вопросы о себе и своем творчестве. Я очень была рада услышать его истории, рассказы про Бродвей, про заграницу, о том, как он достигал своего успеха, что ему помогает в его карьерном росте и что для него значит его малая родина. И это очень здорово, я считаю, что он продвигает этническую культуру и наши корни. Я узнал, как плохо даже быть, что ты популярен очень. Ты не можешь очень часто дома быть. А совсем скоро Руслан Ивакин предстанет перед публикой не только как талантливый певец, но и как автор сказок. Свою первую музыкальную постановку «Тайна белого Июса» Руслан решил презентовать именно в Хакасии, поскольку действие разворачивается на древней хакасской земле. Зрителей ждет завораживающее действие, полное волшебства. Гости концерта впервые услышат уникальный музыкальный инструмент – симфонию, выполненную из хрусталя. Такую арфу изготавливает единственный в мире мастер. Мне кажется, вот эти звуки, они настолько кристально чисты, это такой свет в них невероятный. И вот это, конечно, нужно просто правильно подзвучить. «Тайна белого Июса» – это семейная постановка, в которой каждый найдет близко именно его сердцу. Руслан Ивакин поделился, что и дальше хочет реализовывать себя в сказочном творчестве. Музыкант мечтает создать собственный кукольный театр, в котором будут ставить сказки, основанные на древних легендах, в том числе хакасских. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.